На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. 22 июня – День памяти и скорби. День, когда началась Великая Отечественная война. В Сухуми у памятника неизвестному солдату состоялся митинг и церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие вице-президент Падра Гунба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства, депутаты Народного собрания, представители Россотрудничества, а также сотрудники столичной администрации, деятели науки и культуры. Репортаж Сарии Кварцхеля. Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар с воздуха по городам и военным объектам страны. Так началась Великая Отечественная война. Более 55 тысяч жителей Абхазии приняли участие в боевых действиях. 17,5 тысяч человек не вернулись с фронта. Память о них бессмертна. Мне, несмотря на печальный день, хотелось бы выразить искреннюю признательность всем жителям Республики Апсны за то, что вы вместе с нами, вместе с россиянами и другими народами бывшего СССР чтите и уважаете память об ушедших в мир иной, об ушедших и защитивших ценой собственной жизни наше будущее, будущее наших детей и наших внуков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов занимает особое место в истории всего человечества и советского народа в частности. Участниками и очевидцами тех страшных событий были наши дедушки и бабушки, отцы и матери. Со дня Великой Победы прошло 75 лет. Однако, несмотря на годы, стереть из памяти народа весь ужас фашизма невозможно. Вот почему задача всех поколений не только свято чтить память о защитниках, но и воспитывать в молодежи уважение к своей истории. В Абхазии всегда бережно относились и относятся к исторической памяти, касающейся различных событий сложной истории. Особо это проявляется в отношении к событиям, которые отражают историю нашей общей Родины, в частности, к событиям Великой Отечественной войны. 22 уроженцам Абхазии было присвоено высокое звание Героев Советского Союза. Трое награждены орденами славы 3 степеней. Имя каждого из них золотыми буквами вписано в мировую историю. Июнь яжиюба, милат рачала ейлар заганткараза и пышера дуны алей. Уяна рпшит асовета идгала една клозажларка рдоханч аугвара. Абхяка иштан зки пшифи бжибиш шарцерамша. Ахарабхяби амши наркну, а совета жлариад рпшит рхопка. Рпсат гелах через Почти 80 лет отделяет нынешнее поколение от страшной даты в мировой истории – 22 июня 1941 года. Сегодня наша святая обязанность не забывать о солдатах и тружениках тыла, ковавших победу ценою собственной жизни. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенбая и представительство Россотрудничества в Абхазии присоединились к проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы». В рамках проекта на набережной Сухума у памятника неизвестному солдату прошла акция «Свеча памяти», посвященная трагической дате начала Великой Отечественной войны. Гугуца Аварданя продолжит тему. Десятки свечей, аккуратно выложенное ими число 75 и надпись «Помним», как напоминание о том, что герои не умирают. На набережной у памятника неизвестному солдату накануне даты, ознаменовавшей начало Великой Отечественной войны, прошла акция «Свеча памяти». У мемориала собрались сотни жителей столицы. Каждый держал в руках свечу, вспоминая родных и близких ветеранов войны. Галина Жихарева никогда не видела своего отца. В 1941 году он пропал без вести. О судьбе солдата Красной армии Ивана Шульги до сих пор ничего не известно. Мой отец был призванный в армию до войны. Моя мама осталась беременная, я без него в 40-м году родилась. Он по письмам знал, что я есть. Он служил в Бресте. И началась война в 41-м году, а там была мясорубка.
и он без вести пропал. Я никогда его не видела и не слышала, потому что я была очень маленькая. А моя мама растила нас с сыном свекровью. То есть свекровь и она ждали всю жизнь отца, потому что он не было извещения о гибели, было извещение о без вести пропавшего. В этом году Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба и представительство Россотрудничества в Абхазии присоединились к проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы». Главная цель проекта – формирование волонтерской команды в разных странах мира для оказания помощи в организации мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. Эта акция посвящается памяти воинов, совершивших подвиги, доблестно защищавших свое отечество. И сегодня мы стараемся напомнить об этом и сделать так, чтобы эта память была жива. 22 июня в 4 часа утра 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на СССР. Этот день стал началом войны, унесшей миллионы жизней. Ежегодно в эту трагичную дату во многих странах мира зажигают свечи памяти. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 22 июня, в День памяти и скорби, посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев и его коллеги, члены Координационного совета соотечественников, представители бывших советских республик, а также граждане Берлина возложили цветы к мемориалу советским воинам в Тиргартене и почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения цветов в Берлине приняла участие полномочный представитель МИД Республики Абхазия ФРГ Хибла Амичба. Президент Республики Абхазия Аслан Бжаня сегодня отбыл в Москву. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжаня примет участие в Параде Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня. По предложению Аслана Бжаня в состав официальной делегации включены депутат парламента Алаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзенба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе визита в Москву Аслан Бжаня проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации. А в Абхазии 24 июня 8-й раз пройдет велопробег «Спасибо деду за победу». Акция начнется в 9:00 у Дома Москвы в Сухуме. Путь велосипедистов лежит от Сухума до Гулрипша. Участники велопробега сначала возложат цветы к братской могиле погибших в Великой Отечественной войне в Гулрипше. На обратном пути они остановятся у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Велопробег проходит при поддержке посольства России в Абхазии, администрации Гулрипского района и администрации города Сухум. Сегодня вице-президент Бадра Гунба представил коллективу Министерства просвещения и языковой политики нового руководителя Инала Габля. Подробности в репортаже Али Китрапш. Вице-президент Бадра Гунба, представляя коллективу нового министра просвещения и языковой политики, отметил, что роль образования в культурном, экономическом и социальном развитии современного общества и государства очень велика. Вице-президент выразил надежду, что новый руководитель ведомства приложит все усилия и вместе с коллективом продолжит уже начатую работу по модернизации и улучшению системы образования республики. Апышимо ихой ярхона скуянаго абсна апепш аштхра хас измою ихой ярхоп идри пыши шнепызлаго аус айзерхара ахра гастод иха инал Соломон ипа ахацгалара изжурц ишул шуш дырра пыша яйзагна шужухора айбытана. Экс-министр просвещения и языковой политики Адгур Какоба поблагодарил коллектив за совместную работу и пожелал Иналу Габле больших успехов на новой должности.
абри ахырхарҭала усура иалагогьы амҩа иаша дықәырҵартә еиԥш аҭагылазаашьа ыҟоуп. Убри аҟнытә Иуда ҳныҳәалоит Инал Соломон иԥа ари даараӡа аҭакԥхықәра зцу усуп. Инал Габлиев, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Он отметил, что вместе с коллективом постарается сделать все возможное, чтобы решить актуальные вопросы системы образования страны. Исахахет сашьцәа ашколқәа ирҭоуп, иалгақәа зоуп, иаламгақәа згьоуп, издыруеит рпроблема рыгәҭыхақәа, убри азы ҭабуп ҳәа шәасҳәар сҭахуп, раԥхьаӡа инаргыланы ашколаҿы аус зуо, ахәыҷы-баҳчақәа рҿы аус зуо ааӡаҩцәеи арҵаҩцәеи. Анаҩс згәыӷуеит пату иқәҵарала, ламысла, қәҿиарала аус шаҳуа. Иреиҳаӡоу хықәкыс исымоу напхгуис акоп ахәыҷқәа, ҳҵаҩцәа рааӡара ду вылша ацҵара, ҳҵаратә система арҿыцра. Инал Габлиев – выпускник Национального исследовательского университета России, Высшая школа экономики, по специальности регулирования внешнеэкономической деятельности. После учебы в разные годы работал стажером-исследователем в Национальном исследовательском университете, тренером по курсу технологии и лидерства, федеральной сети образовательных центров «Юниум», ведущим специалистом по инвестиционно-технической оценке «Русгидро Интернешнл» в Москве. С 2016 по 2020 годы инженер-экономист строительной компании «Мегаполис» в Москве. С 2018 года директор онлайн-школы абхазского языка Алла Шарбага в российской столице. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В воскресенье 21 июня в Абхазии, как и во многих странах постсоветского пространства, отметили День медицинского работника. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой Министерства здравоохранения Республики. Сегодня профессиональный праздник у тех, кто заботится о нашем здоровье. Каждое третье воскресенье июня в Абхазии отмечают День медицинского работника. Профессия врача – одна из самых старейших в мире. Она остается востребованной и в наше непростое время. В каждом медицинском учреждении существует своя особенная атмосфера. Например, республиканскую больницу Абхазии, расположенную на въезде в Сухум, многие пациенты отмечают за чистоту и высококвалифицированных специалистов. Врачей. Хибла Квициния работает в этой больнице уже более 10 лет. Вспоминает, что пришла сюда с уверенностью, что ненадолго. Буду продолжать свою деятельность, просто помогать людям. Коллектив больницы постоянно обновляется. За последние несколько лет сюда трудоустроились более десятка врачей самой разной специализации. Настоящий сплав молодости и опыта ежедневно спасает десятки жизней. Когда ты можешь помочь человеку и получить от этого моральное удовольствие, это неописуемо. Это невозможно передать. Эмоции в этом не заложено, где-то его не возьмешь, не приобретешь. Оно где-то есть внутри и как-то со временем само проявляется. Сказать, что с раннего возраста бредил я мыслью о том, что стать врачом, не могу, обману. А сознательная жизнь уже где-то, вот скажем, конец школьного периода, скамьи, наверное, так скажем, уже какое-то сознание приходило внутри того, что хочется стать и быть полезным. Не знаю, почему-то выбрал именно вот так. Показалось, что это единственный тот выход, который может достать и помочь обществу где-то в работе, в своих каких-то возможностях, умениях, стараниях. Это не просто профессия, а скорее призвание, дело всей жизни. Для чуда мало современных технологий. Необходимы золотые руки врачей и их трепетное отношение к пациентам. Наверное, родители меня направили на этот путь, и у меня как бы не было уже и другого мнения, и выбора другой профессии. То есть это вложено было, наверное, в меня. Хотя у меня родители не врачи, они работали в школе. Я бы пожелала нам всем, в первую очередь, здоровья, успехов,
в нашем нелегком труде. Во многих странах уже стало традицией раз в неделю выходить на улицу или на балкон и аплодировать врачам за самоотверженный труд. В нашей стране пока такой традиции нет. Да и всемирная пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в планы празднования Дня абхазского медработника. Тем не менее, в этот день хочется поздравить всех работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником и еще раз выразить благодарность за каждую спасенную жизнь. Сегодня в 21 час в нашей программе интервью с экс-кандидатом в президенты Абхазии, общественно-политическим деятелем Адгуром Ардзинба. Будет обсуждена общественно-политическая ситуация в стране в условиях пандемии. Кроме того, Адгур Ардзинба ответит на вопрос, готов ли он стать лидером новой оппозиции Абхазии. Смотрите интервью сразу после информационного выпуска Амшукшара. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 28-33, температура морской воды плюс 23 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.